Техника ломается, отопление в домах едва теплится, а виной всему низкое напряжение. Уже который год из-за этой проблемы мучаются жители улицы Шевская. А бесконечные жалобы, обращения пока еще не дали никакого результата. Однако энергетики оплату требуют своевременно. Сельчане задаются вопросом, обязаны ли они платить за некачественный продукт. С каждым годом здесь строят новые дома, а трансформатор на всех один. Его покупали жители на свои средства. Аюб Газдиев проживает в селении Троицкое почти 20 лет. И столько же актуальна проблема с электричеством. Напряжение чуть выше 140, а вечером опускается до 110 вольт. Бытовые приборы вообще не тянут. Ни холодильник, не тянет бойлеры, не тянет утюг даже не греет. Ну что это, ничего. Если бы не было бы светодиодных ламп, наверное, дома можно было глаз выколить. Вот так, такой темный. Например, светодиодные лампы более-менее эти спасают, там освещение лучше. При этом контролеры МРСК сюда наведываются регулярно и не раз обрезали провода за долги. Договоры составлены со всеми жителями. Правда, согласно его условиям, компания должна поставлять 220 вольт. Так, Тимур Кадзоев, как и многие другие жители, заявляет, что за свет не платит и пока не намерен. Я не плачу только по одному поводу, потому что нету 220. Я заключал договор, что они будут поставлять нам электроэнергию 220 вольт. Оно отсутствует. По крайней мере, я уже здесь живу 20 лет, его не было. Ну, более-менее, вот эти 150 вольт, которые здесь сегодня говорится, оно было уже, скажем, последние 10 лет, может, появилось. А ранее была просто спираль горела. То есть вы никогда не Почему? Я оплатил, я был порядочным гражданином Российской Федерации, да, платил, пока оно не надоело. Есть и те, кто, несмотря ни на что, регулярно платит не только по электросчетам, но и за ремонт и покупку техники. Так, у Лейлы Ильяновой 2 недели назад сгорел очередной холодильник. Целый день дергали это свет, то отключали, то включали. Сгорел, и вот я теперь пришлось мне заменить новый мотор, поменять плату. Стиральная машина вообще не включается, потому что из-за перебоев приходится сидеть ночью, когда люди отключают свет и в основном спят. Если 2 раза ты успеваешь постирать, уже перед тем, как люди на намаз встают, уже не хватает энергии. Вот так живем. На слабый свет жалуются и дети. Вечером уроки делать невозможно, а для дистанционного обучения электричество не тянет компьютеры. В общем, замкнутый круг. Разобраться, кто прав, кто виноват, мы решили с местной администрацией. Пригласили и представителей МРСК. Как отмечает местная администрация, проблему со светом испытывает большая часть муниципалитета. Глава региона поставил задачу сделать Троицкое образцовым поселением в 2021 году. Здесь планируют установить дополнительных 15 трансформаторов, заменить провода протяженностью 64 километров. В администрации тоже нет возможности, чтобы за 1-2 года чтобы все поменять. Я надеюсь, вот та программа, которую правительство сделала в 2021 году, что у нас улучшение будет. Если наше население оплачивали бы 50-60% налоги, и МРСК могли бы где-то поменять каждый год по 3-4 трансформатора. Ну, люди не хотят платить. Большинство. Я, с одной стороны, понимаю и абонентов, и я им всем говорю, когда приходят в администрацию или встречаясь с населением, я говорю, хоть платите, хоть 50%, хоть пол. Если вы будете хотя 50% платить, будет улучшение. Жители улицы Шевская надеются, что их трансформатор заменят на более мощный. Но проблема не в нем, а в проводах, заявляют энергетики. Количество электропроводов, принадлежащих Ингушэнерго на территории поселения, 30%. Все остальные сети, как и трансформаторы, состоят на балансе местной администрации. Договор на их обслуживание с поставщиком электричества администрация не составляла. Тем не менее, МРСК обслуживает и ремонтирует их при необходимости на спонсорской основе. Сечение проводов не соответствует ГОСТу по потребителям, которые питаются от этого трансформатора. Трансформатор мощности вполне хватает для них, но из-за того, что сечение провода слишком маленькое, напряжение во все дома не доходит. Это первый вопрос, который действительно нужно смотреть и который нужно устранять. Второй вопрос, возможно, нужно проверять сети на то, что
проложены, может быть, еще это от населения зависит тоже, сколько домов сидит, но надо проверить, может вдруг кто-то перезапитал и другую улицу, чтобы при отключении света на одном трансформаторе и переходить на другой. Поэтому тут много комплексов вопросов, которые нужно решить. По закону администрация должна заменить кабели, но местного бюджета на эти цели не хватает. Представители МРСК заявляют, что пытаются решать такие проблемы совместно. В некоторых населенных пунктах сами главы администрации находятся, можно сказать, как спонсоров. Это из числа местного населения. Или же там все население там по чуть-чуть скидываются. А мы со своей стороны проводим работы. Все работы, потому что у нас специалисты есть, специализированные, техника есть, и все есть для этого. Да, бесплатно, конечно. В этом году администрация сельского поселения приобрела 60 новых электрических столбов. Энергетики установили дополнительных 2 трансформатора. Но и этого мало. Напряжения на всех не хватает. Не доходит 220 вольт и до Салмана Аушева. Он проживает по Тиблисскому переулку. Мужчина-инвалид 2-й группы. В семье 7 детей. Живут на пенсию, собственных средств на замену сетей нет. Подвести свет к дому помогли сельчане. Провод протянули непонятно откуда, а опорой служит эта деревяшка. 10 тысяч хотят все-таки, хотят комнате, хотят что-то удобно, это там бывает. Где как-то светешь, оно, да, все готовит. Представители МРСК заявляют, что здесь необходимо отрезать все линии от электричества. По этому факту намерены выписать предписание главе администрации и обратиться в Ростехнадзор. Салман Аушев признается, что устно обращаться к местным властям нет смысла. Намерен направить письмо и добиваться результата дальше. Всего в сельском поселении 105 трансформаторов, а домов около 4000. И местные власти, и представители МРСК отмечают, что проблему не решить одним днем. Правда, она и длится не 1 год. Энергетики сообщают, что трансформаторные подстанции в поселении перегружены. Рассматривается вопрос об увеличении мощности и привлечении инвесторов. Ну а пока жители призывают еще потерпеть. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.